Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і як звычайна мы абмяркоўваем падзеі ў Беларусі і за яе межамі са студыі Еўрарадыё, і мне вельмі прыемна бачыць, хай не ў студыі, пакуль што, але праз экран, па зуме, але тым не менш наших даўніх сяброў, прыхільнікам творчасці, якіх я асабіста з'яўляюся, і вам раю таксама далучацца да вось нашай суполкі фанатаў гурта Ирдарад. Прывітанне вялікі вам, Уладзімир і Надзея Калач. В прынцыпе, гурт Ирдарад. Прывітанне. Прывітанне. Ведаеце, што мне сама вось прыемна бачыць, гэта вашыя усмешкі. Я бачу вашае першае інтэрв'ю, якое вы давалі 10 месяцаў таму, і усмешак у вас было не так шмат на твары. С аднаго боку, я разумею, вы творчыя людзі, вам трэба как бы на публіку, але тым не менш, ўсё ж таки стан псіхалагічны змяніўся з таго часу? Конечно, змяніўся. Зараз все нашмат лепей. Мы вернулись на сцену. Я бы сказал, что наше творчество и наши концерты, они лечат. И люди лечат, для которых мы играем, и с которыми мы играем. Так что, конечно, состояние гораздо лучше. Что дапамагае? Вот, Надзея, мы з вами перад пачаткам стрыма так пажартавалі с аднаго боку про тое, что вы ж такая вот творчасць у вас фантазійная, такія, вы павінны быць романтычныя, такія ружовыя поні ад фольк-фэнтазі, але атрымліваецца захоўваць вось гэтую фантазійнасць у душы. Ой, как много всего. На какую часть конкретно нужно ответить? Если про пони, мы скорее такие пони-андеды. Да, с кожистыми крыльями и горящими глазами красными. Ну, сейчас они горят очень радостно, потому что мы вернулись на сцену, мы осмелились сделать первый сольный тур по Европе. Учитывая, что наш первый концерт возвращения на сцену был в мае, то есть меньше года назад. Сколько это? 10 месяцев? 10, да, правильно. То есть еще года не прошло, как мы восстали, так сказать, из пепла на европейской земле, и отправиться в первый тур для нас — это очень большой и такой вот захватывающий вот так в душе шаг, потому что так как-то повелось, что вот мы сейчас в Нидерландах, Бельгии, во Франции выступили, и белорусов там отнюдь не такая пропорция, как в Варшаве либо в Вильнюсе. То есть мы имели задачу собрать европейцев на наш концерт, на наши концерты меньше, чем через год после того, как мы здесь вообще появились. И это страшно, захватывающе и пока успешно, так что мы окрылены очень сильно. І глаза у нас горят радостно. І гэта мяне вельмі радуе, тому что я сапраўды, вот я вярнуся яшчэ да гэтага інтэрв'ю, вы расказвалі про тое, як цяжка вам даецца вось гэтае вяртанне да сябе, да саміх сябе. Але наколькі вось вы зараз так азіраючыся у свае мінулыя канцэрты, праглядаючы, можа быць, даўнія ранейшыя вашыя выступы, як адрозніваюцца вось Надзея і Уладзімир сённяшнія ад тых Надзеі і Уладзіміра, якія выходзілі на сцэну, я не ведаю, у 18-м годзе? Интересный вопрос. Да. У меня есть была рефлексия на этот счет, и я думаю, можно сказать так: до всего, что произошло, до, скажем так, 2020-2023 года, было такое ощущение, что нас что-то ведет. У нас появляются идеи какие-то творческие, мы воплощаем их на сцене, в музыке, в песнях, но чего-то не хватало. Миграции. Нет, внутренне, прям внутри. То есть, естественно, ты был на сцене, ты исполнял свою музыку, демонстрировал свое творчество, создавал арт, но у меня было ощущение, что чего-то не хватает. Сейчас, после того, как все это произошло, после
2 лет раздумий и рефлексий на этот счет. И после одного сезона, вот на последних нескольких концертах сезона 24 года, я, наконец, почувствовал себя в своей тарелке, на своем месте, и стал воспринимать наше же творчество, наши же песни целостными. Вот. Поэтому отличие есть, отличие огромное. Естественно, мы трансформировались и как группа, и как люди, лично Надя, Вова. И сейчас в этих условиях, в условиях иммиграции, нам действительно есть что сказать. И мы знаем, что мы хотим сказать своим творчеством и своим искусством. Если у меня все проще. Ну, у нас многое по-разному. Да. Так что... Очень многие люди считают, что Надя Вова — это вообще одно слово. Это один человек, да. Но мы разные, да. Вова вот по макарошкам, я по картошечке полностью все года. Вот. Так что у меня здесь тоже чуть-чуть по-другому, но сильно проще. Я бесконечно теперь, когда мы выступаем на сцене, я бесконечно смакую каждый момент, и я благодарна судьбе и людям за то, что я имею сейчас право, возможность стоять на этой сцене. Потому что, по сути, мы живем сейчас жизнь, которую можно назвать вторым шансом. И если бы много людей нам не помогло, мы бы не смогли вернуться. Вот. Поэтому я кайфую от того, что я стою на сцене, что я играю, что люди смотрят на нас и разделяют наши эмоции, плачут, улыбаются, вдохновляются. И для многих это как будто бы воплощение хэппи-энда. Потому что если, не знаю, на язык аллюзии, как цветок был вырван с корнями, да, и чуть не сдох. И многие люди сделали так, чтобы он оказался на новой земле и имел возможность солнышка и водички и какой-то защиты. И вот теперь, когда цветок расцвел опять, или, по крайней мере, расцветает, мне кажется, у цветка теперь есть миссия давать эстетику в мир и вдохновлять, и давать визуализацию этого хэппи-энда, чтобы это было вдохновлением для людей помогать другим, чтобы тоже увидеть хэппи-энды. И чтобы люди видели, что результат добра существует. В общем, это какая-то такая история, где все сложно, но если очень просто кайфую от того, что это есть, что мы на сцене. Вось, дарэчы, я так, слухаючы цябе, Надзея, прыгадаў свае размовы тут у студыі з вашымі калегамі, музыкантамі. Это 21 год, калі мы вот з'ехалі з Беларусі і пачалі працаваць, вот другая палова 21 года, і я размаўляў, скажем, с Накай, Анастасіяй Шпаковскай, с Денисовым, с Дзецюкоў, с тым же самым Помидоровым, там с іншымі музыкамі, і той момант быў, калі яны казалі, вот тая ж самая Нака казала, я на сёння не магу нічога не пісаць, новых песень, не выступаць. Тое ж самае мне казаў Денисов. Былі праблемы пэўныя такія вот псіхалагічныя наконт выступаў у Помидорова. У вас было такое ці не? Вот я гляжу, я слухаў ваше інтэрв'ю, я с таким задавальненнем послухаў вашу песню «Зорамі». То есть вот у вас был такі перыяд, что вот тое ж, пра што вам давялося прайсці, яно как бы творчую нейкую вот этот стрыжень ваш, ну там как бы надламіла, ці сагнула, ці яшчэ што, ці не? Не. Не. У меня было такое, але не про песни, не про выступы, а про іншую творчасць, про новый образ нашей группы, новый образ Эрдорато, потому что нас раскидало как осколки гранаты по всей Европе, всю группу, и, естественно, мы не смогли собрать всех, как это было, потому что много времени прошло, все в эмиграции, у всех новая жизнь. Вот, и новый состав, который мы собрали, он кардинально отличается от того, что у нас было. Не кардинально, Сашенька еще с нами, виолончелистка. Ну, сильно, скажем так, сильно отличается. И
я не мог понять, какой будет Эрдорат, как он будет звучать, как он должен выглядеть, что он будет нести. А для визуальных образов, что является моей частью творчества в группе по большей части, это очень важно. То есть я не могу просто найти каких-то референсов и сказать, вот мне нравится вот такой готический стиль, я вот сделаю так. Нет, мне нужно знать, как мы звучим, как мы движемся, что мы несем, для того, чтобы одеть группу, сделать этот визуальный образ. И было очень сложно, так как у нас один немец, несколько немцев в команде, один канадец, а мы им за белорусскую культуру, за белорусских пачвар, за мифологию, за все это. Поясняем. Да пошмар поясняем. И я столкнулся с таким серьезным творческим кризисом, когда уже нужно было. Мы уже объявили первый концерт, а моя творческая часть была просто... там была тишина. Я не мог собрать воедино обрывки мыслей, которые у меня витали, и это было как черная пелена. Но не останавливаться и пробовать и делать, и все получится. Сомнений не было. Было куча препятствий разных от того, что мы долго были в шоке, как у некоторым. Вот. Долго приходили в себя, имели определенные физические проблемы, психологические проблемы, полностью не связанная с музыкальной частью, совокупность трудностей, через которые нам пришлось пройти и так, и так. Но у нас секунды не было сомнения, чем мы будем заниматься, как мы будем заниматься. Нас это все сдерживало, но то же самое, как тюрьма нас сдерживала. Но как только мы вырвались, мы просто прямой наводкой, мы через 3 месяца после того, как оказались в Европе, мы выпустили «Зорами». Еще не закончив курс медицинской реабилитации, мы уже работали над «Зорами». Очевидно для нас, это наша жизнь. И еще у нас большая переоценка ценностей произошла, и мы поняли, что очень много в жизни — это шелуха и пыль. И для нас конкретно есть какие-то общечеловеческие, самые важные вещи, как семья, здоровье, любовь. Но после этого идет творчество, музыка, Эрдорат. Так что в нашем случае это мы на 80% состоим из Эрдората. Да, ну и если говорить уже про конкретно новые песни, были ли написаны новые песни после эмиграции, совершенно... Это тебе сам себе задаешь вопрос, и сам отвечаешь. Правильно, нормально. Это было, я думаю, ядро вопроса. Совершенно полностью новых песен прям, их не написано, но Надя, будучи там, написала целый альбом и не хочет об этом говорить сейчас. Написала песни, тексты к песням и мелодии основные. И чем мы сейчас с группой занимались, это тем, что мы писали аранжировки. Распаковка zip-архива из моей головы. Поэтому у нас благодаря Надиному гению есть материал, с которым работать, и мы над ним работаем. Новые песни будут звучать и уже звучат в этом туре. Как только у нас появится полноценная возможность, мы дораспакуем. То есть мы сейчас занимаемся аранжировкой песен, которые были написаны мной в тюрьме. И 3 из этих песен мы уже привезем в этом туре, мы их уже играем и привезем в Варшаву в том числе. Вот. Остальные мы в процессе работы, и как только у нас появится возможность, в том числе материальная, мы начнем работу над альбомом полноценным. И это наша цель на ближайшее обозримое будущее. Вот так. Мне, дарэчы, даходзілі чуткі пра тое, што як там зіп-архіў такі ёсць у галаве у Надзеі, які трэба распакоўваць. Я так павольна, каб не выдаць, што маю такую інфармацыю, падводзіў у вас да гэта. Але ведаеш, Надзея, я хацеў бы да іншай. Я тут пару месяцаў таму патрапіў, запрасілі мяне вольныя купалаўцы на свой спектакль паводле п'есы Юліі Тимофеевай «Экстрэмісты».
Я не чытаў про гэты спектакль, там ніякіх таких рэцэнзій, нічога. Я прыйшоў, сеў у зале, і пакуль я глядзеў гэты спектакль, у мяне вот было канкрэтнае пачуццё, што гэта спісана з вас, што гэты спектакль про вас. А калі ў канцы загучалі зорамі, я сказаў, ну вот, я ж гаварыў, ну. Я думала, Волколак звучал, нет? Ой, ці Ваўкалак, да, Ваўкалак. Выбачаюся. Это списано не с нас, это списано с наших друзей и подельников Юлии и Петра Марченко. На основе их переписки был написан этот сценарий. И к нашему большому сожалению, мы сами не видели еще этот спектакль, надеемся, когда-нибудь увидим. Ну да, это не про нас, но я думаю, что... Но очень близко к нам. Очень близко. Очень близко к нам, да. И ситуация была очень сказочная какая-то, что нас парой взяли в один день и вышли мы в один день, и они тоже сели в один день и вышли в один день. Ну, в общем, такая романтика. Да. Ну вот тады раз это ўсё ж таки не про вас, але блізка да вас, там вот для герояў гэтай п'есы самое такое балючае было, што яны не ведалі адзін пра аднаго, як там, што у якім стане і гэтак далей. У вас, для вас, што было самае балючае падчас гэтых жахлівых 2 гадоў? Такой вопрос, что было самое болезненное в течение 2 лет в тюрьме? Там, знаете, такой список, который выпадает, и дна не видно. Ну, типа, да, мы, конечно, можем ответить так же, мы беспокоились друг о друге. Но это же просто реально один из пунктов. На самом деле вопрос очень, очень широкий, и я бы сказал, что да, не знать, что происходит, особенно первое время, пока не было коммуникации у нас, это было сложнее всего. Но как только у нас появилась возможность переписки, мы с первых же писем поняли, что мы все еще на одной волне, мы все еще друг у друга есть и друг друга поддерживаем. Так что да, отсутствие коммуникации и возможности как-то поддержать друг друга, это было очень тяжело. На этом я бы перешел к следующему. Да. Не дальше. Или вам это список боли огласить? Утренний эфир, чем хорошего этого кофеечка. Да. Чорт, хотел бы, конечно, больш паговорыць на гэту, але я так разумею, што з аднаго боку не заўсёды патрэбныя такія вось раскалупванне нейкіх больных месцаў, з другого боку мы как бы гаворым троху пра іншае. Володя, вы сказали про тое, что вам ёсць што сказаць сваімі песнямі і ў сваіх песнях. Найперш, вот гэта пра што? Таму што шмат хто кажа, ну вот, в эміграцыі зараз будуць спяваць там пра праблемы вот этих эмігрантаў, эміграцыі, гэтак далей. Вам, што вы хацелі б сёння найперш сказаць сваімі песнямі? Хочу немножко уточнить, что речь скорее про мое внутреннее ощущение самих наших песен. И после этой истории многие из песен чувствуются мной по-другому. В них открылись новые смыслы. И я могу быть гораздо более убедительным на сцене, если мы немножко театра захватим, потому что я стал больше верить в это. Если мы говорим про песни «Хто я», например, про песню «Вовкалак», про песню, ну, «Зорами» понятно, «Был есть буду», оно все прорастает внутрь, все прорастает вглубь души и гораздо крепче там сидит, и я могу гораздо увереннее об этом говорить. Что касается нового материала, мы никогда не были социальщиками такими, и не поднимали таких грубых тем. Про песню «Зорами» Надя, наверное, сама скажет. Вот, но Что ты задаешь вопросы все время? В новых песнях там есть несколько слоев смыслов. Это... Ладно, я понимаю, что тебе тяжело, давай. Моё поле. Конструирую. Ты молодец. Давай. В общем, мы никогда не были социальщиками, это правда. Мы всегда создавали мрачный и прекрасный эстетический мир.
и приглашали в него людей, и приглашали так, чтобы человек мог освободить своего внутреннего ребенка. И под ребенком я воспринимаю ту часть сущности, которая мечтала очень сильно о чем-то, а потом забила, потому что все на свете важнее, чем вот эти вот мечтания. Вот. И мы своим творчеством всегда хотели сказать: эй, ребенок, здорово, все классно, все возможно. У тебя есть мечта, давай вперед. Ты что такой зажатый, закомплексованный? Потому что живешь в этом вот в рамках. В белорусское общество нашей юности, скажем так, оно консервативное было настолько, что там пирсинг в брови, все, и ты там сатанист. Вот. И то есть просто глубина ямы, из которой мы пытались разбудить этого ребенка, была другая. Она ограничивалась и уровнем нашего собственного развития, и уровень проблем, с которыми мы, как группа, пытались бороться, пытаясь достучаться до человеческих душ. Сейчас все по-другому. С высоты нашего опыта, и звучит сильно взросло, извините. Вот. Одну секундочку, не мог бы ты сказать, что у нас эфир? У нас там немецкий язык звучит громко. Одну секундочку. В общем, мы просто несем то же самое, но совсем на другом уровне и совсем из другой ямы пытаемся разбудить этого ребенка. И нет у нас разницы между тем, для кого мы играем: белорусы, европейцы, вообще кто угодно. Ровно потому, что мы не говорим с конкретной прослойкой людей на конкретные темы. Для нас человек — это человек, и у всех у нас внутри есть тот самый ребенок, который задолбался, и которому нету места в жизни. Вот, все сложно. Вот. И мы делаем то же самое, просто на другом уровне теперь. И также мы создаем сказку, и также в них есть 3 слоя. Как мы любим говорить, 3. Первый — развлекательный. Вот вам танцевальные мелодии, либо грустящие мелодии, либо эстетичные красивые мелодии. Второй слой — это пласт культурный, то есть это основа. Сейчас мы сфокусированы на белорусской мифологии и черпаем оттуда вдохновение и рассказываем истории оттуда. И третий пласт — это уже межстрочные смыслы. И абсолютно неважно, будет человек копаться до 2 либо до 3 пласта. Главное, чтобы они были кайфово сделаны на всех 3 уровнях. Шановныя слухачы і гледачы нашага выдатнага эфіра. Выдатны, ну таму што ў нас такія шыкоўныя госці сёння завіталі да нашу студыю. Калі вы хочаце нарэшце разбудзіць свайго дзіцёнка, які дзесьці там забіўся ў куточак пад цяжарам тых праблемаў жыццёвых, з якімі вы штодня упарта змагаецеся, абавязкова наведайте канцэрт гурта «Эльдорад». Калі вы ў Варшаве, то калі ласка. Так, вот я просто показываю, хотя спасылочка ёсць у нас у описании. Заходите вось сюды. Тут можно прокрутить вось так вот уверх і глядзіце. Адразу першы канцэрт, які ёсць, бліжэйшы канцэрт, гэта 6 числа, тут 6 сакавіка у Варшаве, у вуду-клубе. Тут вот сбоку раз можно и адразу купить квиток. Гарантавана, тому что колькасць месцаў абмежавана. Ну, а потым будзе яшчэ і Гамбург, Германія, і Берлін, ізноўку такі Германія. Таму ёсць магчымасць вось гэтага дзіцёнка свайго нарэшце. Ну, і я не кажу уже просто про тое, што вельмі прыгожыя песні. Надзея, неяк пару тыдняў таму мне патэлефанавала вакалістка гурта «Дымна Лотва». І так сказала: «Зміцер, у нас цэлы сапраўдны паляк з'явіўся ў гурце». А у вас, я так гляжу, такі міжнародны склад. Як вы зараз, ну, как бы складалі новы спіс калектыву свайго? Ці лёгка было угаварыць музыкаў з іншых краінаў, іншага этнасу далучыцца да вашай кампаніі? На данный момент наш состав, нас 6 как музыкантов, и плюс техническая команда у нас в основном немцы. 6 музыкантов, из них 4 белорусы. Я, Владимир Александрович,
Сашенька, Алексюк, это та же самая виолончелистка, которая с нами играла еще в Беларуси с 2015 года. Сейчас она живет в Вене, и эмигрировала она до того, как это стало мейнстримом, на секундочку. Вот, в 2019 году. Вот. И эмиграция позволила нам встретиться снова и вместе продолжить. Другая Александра — это Александра Граховская з гурта «Байкрай». Беларусы, хто ведае, гэта такі кайф. Мы так сильно любили «Байкрай» и любим, что зачастую мы слушаем его просто как домашняя музыка наша. И зачастую перед и после концертами, как фоновая музыка, мы ставим «Байкрай» как дань уважения. И Александра Граховская из гурта «Байкрай» с этого года, с этого тура присоединяется к группе «Ирдорат» как вокалистка, мультиинструменталистка и наша муза. Мы несколько раз, как друзья, играли еще в Беларуси. Мы звали ее, у нее бесконечный талант, бесконечное большое сердце и самый крутой голос на районе. Вот, мы счастливы, что она присоединилась. Это будет бомба, пушка, ракета, то, что вы видите на концертах в рамках этого тура. Это просто как жидкий огонь, вот то, что сейчас мы везем. Саша, уф. Вот, и да, два интуриста. Первый канадец, Алекс. Как вы понимаете, мы просто любим слово Александр, Александра, Алекс, да. Вот. Ну, сейчас 3 Алекса в группе. Да, и все просто, когда мы делали... Мы объявили о кастинге в нашу группу. Много людей прислало свои... Мы искали гитариста и барабанщика. Барабанщиков было овер много. И у нас было тестовое задание там, сыграть две композиции, прислать видео. И мы что-то отсеивали сами, очевидно, по уровню. А на финальных этапах мы консультировались с нашим дорогим любимым Антоном Шнипом, который в разные годы существования Ирдората был и барабанщиком, и гитаристом, и саунд-продюсером. И сейчас новые песни мы записываем с ним же. Вот. И он был самый главный авторитет, который говорил, кто достоин, кто нет. И когда он увидел Алекс видео, он сказал, что просто все. Одно слово написал. Фирмач. Да. И потом написал, берите его, все остальное это просто вообще другой уровень. И мы позвали на встречу Алекса, и мы влюбились. Это человек с ирландскими корнями, рыжий, бородатый весельчак, которого можно определить, где он находится в радиусе 50 метров по смеху. Вот. Это просто рыжий канадский луч солнца в нашей жизни. И он нам дал столько позитива, что да просто кайф. Зрители, я думаю, прочувствуют это сквозь сцену. Да, про его мотивацию мы спрашивали, какая была его мотивация присоединиться к такому странному, к такой странной формации. А мы были просто вдвоем в Берлине, ньюкамеры, без языка, без денег, без четкой... А он профессиональный музыкант, в свою очередь. То есть он успел за свою карьеру поиграть и стадионы, и джаз, и в барах. И сейчас играет там в нескольких проектах в том числе. И он присоединился вообще без любых вопросов. Мы потом спрашиваем, а что стало мотивацией для тебя? Сомнительная же перспективка. И он сказал, что он ни разу, сколько он не работал с разными музыкантами, с разными артистами, он ни разу не видел настолько уверенных в проекте людей. И вот эта уверенность его подкупила в том, что мы знаем, что мы хотим, знаем, куда мы идем, у нас есть цель, у нас есть все, что должно быть у группы на каком-то уровне. И он просто не мог не попробовать, а потом просто влюбился в то, что мы делаем. У нас произошел матч, да. Да. А гитарист, немец единственный, Кевин, он также прислал видео на кастинг, был артистичен и всякое такое, но вот у него есть два фактора, которые все переломили. Во-первых, он изначально был из другой части Германии, и на репетиции, которые были достаточно частые, по несколько дней подряд, он был готов ездить в одну сторону там 6-7 часов. Вот. Это
спонтанность — это то, что мы ценим, и мы сами такие. И да, если человек на это готов, у него явно есть мотивация. И плюс, как бонус, мы обнаружили, мы не искали этого в гитаристе, но нашли в нем невероятный вокал, просто невероятный. Он поет партию из «Ады Дуас», которую у нас записывала оперная певица, которая пела сопрано, вот, а он просто берет и поет эту партию. Мы, в общем, как-то так получилось, что в этом составе «Эрдорад» очень много крутых вокалистов, и мы просто разгулялись на полную, переаранжировали все, и теперь я иногда прикалываюсь, что мы звучим как вокальный процессор. И вот так, это как вот эта разношерстная компания встретилась, я понятия не имею, но нам хорошо вместе. Мы очень заряжены, и они трудяги. Мы сами много трудимся, и мы уважаем это. Мы не уважаем разговоры о том, как было бы или как нужно. Мы уважаем, когда пот стекает на марафонской дистанции, а ты вкалываешь и становишься лучше. И вот наша команда, она как раз из таких, и мы благодарим небеса, как бы это ни звучало, за то, что именно они, именно так получилось. Они наше вдохновение в том числе. Давайте яшчэ раз вернемся да канцэртаў. Ну найперш у Варшаве, які будзе буквально праз дзень 6 сакавіка. Вуду клуб знайсці вельмі лёгка. Ну тым больш што ўсе людзі разумныя. На што вам боженька Google даў, забіваеце і знаходзіце вельмі хутка. Так што калі ласка, набывайце абавязкова квіткі і прыходзьце на канцэрт, каб усё вось гэта, пра што з такім імпэтам і бляскам у вачах расказвала Надзея, побачыць і пачуць на ўласныя вочы, вушы, перапонкі грудной вось гэтай клеткай, калі нізы будуць біць вот сюды, і вы так вау-вау. Што цікавага падрыхтавалі яшчэ? Ну, апроч вот шыкоўных. Надзея. Любовь несем свою, любовь несем. Новая программа заряжена просто и искрится. 3,5 новые песни, новая вокалистка, новый состав, уже устаканившийся за один сезон. Первый концерт в Варшаве, первый концерт в Польше после нашего воскрешения. Камон, вам еще надо накидать? У нас на разогреве будет прекрасная группа Фурда. Это поляки, это... Техно-шаман из Подляшча. Да. Так что будет на что посмотреть еще. Плюс мы после шоу мы выйдем, где-то мы найдем место, чтобы сделать встречу с людьми, потому что мы зачастую после стольких лет на таких мероприятиях, как автограф-сессия, фотосессия, как угодно это называется, мы встречаем друзей, которых не видели вот там по 6 лет, например, по 5 лет. Также мы встречаем новых друзей, либо людей, которые хотят нам что-то сказать. Мы очень уважаем всех, кто приходит на наши концерты. И мы, если позволяют условия клуба, если клуб нас не выгоняет, то мы проводим столько времени с людьми, сколько необходимо, и сделаем это еще раз, опять же, если все будет хорошо по таймингу. Также мы зачастую встречаем там патронов, тех людей, которые поддерживают нас на Patreon и помогают очень сильно нашему проекту существовать. Увидеть их вживую и обнять — это вау. Что, да. Дарэчы, тут на сайце на вашым ёсць, я просто не звярну увагу, магчымасць падтрымкі вот Patreon, ці трэба дадаць нейкую асобную спасылачку? Нет, спасылка там есть у шапцы сайта. И да, Дякую. Дякую всем, и дякую, что комментуете это. Спасибо всем, кто присоединяется на Патреоне, потому что это невероятно. Это все было бы еще тяжелее тащить, если бы не было людей, которые просто облегчают нашу ношу. И мы делаем для них специальный контент, и да. Я, дарэчы, тут зайшоў у шапачку на такую спасылачку, на кнопачку, якая называется «Шоп».
і паглядзеў, таму што я хацеў спытацца, ці будзе які-небудзь мерч, там што-небудзь такое, пагляжу, што у вас сапраўды шмат усяго вельмі такога цікавага, што, ну, па-першае, можна з задавальненнем насіць, а па-другое, падтрымаць такім чынам музыкаў. Будзе магчымасць падчас канцэрта набыць? Конечно, с нами ездит наш сябр и наш мерчендайзер Замс из fantotal.de, наш партнер, который выпускает безумно креативный и крутой мерч. И в том числе мы привезем... Это вот мой фаворит. У нас вышли майки с лицом бабули из клипа «Волколак». Вот. И чтобы вы знали, внутри бабули, роль ее сыграла Александра Гороховская, просто никто это не знает. Поэтому я называю эту майку «Майка за Гороховской». Вот. Ну и плюс, у нас же только что случилось событие, у нас наконец-то дошли руки и получилось выпустить на диске, ну и в том числе на всех медиаплатформах, концерт лесной, который мы записали еще в 2020 году, но что-то были заняты другим и не могли выложить на Spotify и так далее. То есть сейчас мы выпустили это даже в формате диска, и, к моему величайшему удивлению, диски — это то, что люди покупают в Европе. Вот, так что, если интересуетесь дисками, то вы можете набыть там, и к нему прилагается бонус из 3 версий «Волколака». Вот так. Глядач под ником «Нетрывиальное чтение» піша: будзе мега ачмурэнна усім быць у Варшаве. Абдымаю, мы с Кацярынай, Сашай, Вікай, Васілём і Таняй будзем танчыць у першым шэрагу. Не ведаю, што гэта за Кацярына, Саша, Віка і Васіль, але спадзяюся, што сапраўды танцы будуць ачмурэнныя, таму што такая энергетыка ну нават з кліпаў, з відэо, а што будзе адбывацца на сцэне. Я бачыў некалькі відосаў вот з вашых апошніх канцэртаў, якія вы выклалі ў сябе на старонцы ў сацыяльных сетках, ну вот у Фейсбуку у Владимира, і там вот я гляжу, так конкретно просто адцягваецца зал, конкретная такая вось энергетыка сапраўды добра ўспрымае публіка, прычым, ну, мы кажам нават не пра толькі беларусаў, а і пра іншых людзей. Вам нужно понимать, что пока в нашем туре белорусов было супер меньшинство, это типа до 5 человек на зал. Вот. Так что... Было очень интересно во Франции, потому что во Францию мы приехали вообще впервые за всю историю свою. Ну, 1,5. Чуть-чуть было. С Эрдоратом мы были впервые, и так получилось сразу, что это фестиваль, и фестиваль достаточно большой. То есть у нас был метал, что-то такое. Зал больше, чем на 1000 людей. Так, ладно, не ведаю колькі. Но они не вельмі добра размаўляюць по-ангельску, не вельмі добра разумеюць ангельскую. А мы вядзем канцэрт на ангельскай. Спяваем по-беларуску. Так не самай шекспіровскай. Спяваем по-беларуску. І гэта было бачна, як яны, што адбываецца ў іх галавах, у вачах. Таму што яны пытались зразумець, што мы гаворым между трекамі, а потым мы спяваем по-беларуску, і они пытаются зразумець, што мы пяем, але гэта немагчыма. І у той же час іх цягне танчыць. І вось гэты мікс на лицах і у движенні, гэта было вельмі інтарэсна наблюдаць. Интересно. Да, у нас домашняя тросянка уже из 5 языков складывается. Да. Ну, воспринимают очень тепло, очень много отзывов. После концерта остаются люди просто для того, чтобы даже не подписать, даже не сфоткаться, просто высказать свои ощущения. Подойти сказать, да что вы такое? Для нас это самый большой мотиватор, потому что иногда во время концерта есть какие-то технические вопросы, что-то может пойти не так, или ты не видишь, что происходит с публикой, как они реагируют. А после концерта, когда ты видишь очередь из людей, которые просто терпеливо ждут свои 10-15 секунд для того, чтобы высказать
ощущение, это очень сильно мотивирует. Это то, что дает нам двигаться дальше. Белорусы подходят и говорят, для нас это феномен, когда мы видим аудиторию, состоящую из европейцев разных стран, которые танцуют, отрываются под белорусский язык, кто-то даже поет, какие-то вещи, которые не могут сказать из разряда «ас», «бас», они делают и так далее. И это белорусы зачастую говорят спасибо за это. Кстати, я вспомнила, что мы не сказали и что можно добавить, раз у нас есть прямой эфир. Мы приняли решение, Владимир Александрович и я, что да, это не грантовый вопрос, это вопрос человеческий. Мы решили сделать в этом туре вход для всех политвязней былых бесплатным. Не грантовый вопрос в плане, что это не финансируется никем, это просто мы решили так. Вот. И поэтому, если кто-то из наших зрителей политически заключенный, бывший, через наш Инстаграм нужно зарегистрироваться супер просто. Это просто для того, чтобы автоматически составился гест-лист. И просто напишите нам, и вы получите свой пригласительный в любой из наших концертов этого тура. Пожалуйста, единственная просьба, регистрируйтесь до дня концерта, потому что я не знаю, как вы представляете Ирдарат, но в Инстаграме отвечаем мы, и мы будем в день концерта. Немножко заняты. Поэтому Гамбург, Варшава, Берлин — это наша поддержка вам. Трымайтесь. Не знаю, чем еще можем помочь, но теплотой души и творчеством можем поделиться. Все будет добро. Дякую вялікі. Ну што ж, я спадзяюся, што зможам пагаварыць, падпісаць нейкія там, я не ведаю, паштоўкі, сфоткацца, селфіцца разам падчас канцэрта, які будзе неўзабаве. Я просто агучу яшчэ раз, каб тыя, хто раптам праслухаў, яшчэ раз для сябе пазначылі, калі і куды ісці. 6 сакавіка Варшава, Вуду-клуб, 8 сакавіка Гамбург, так, тут БМБ, нейкае такое месца, я думаю, што разбярэцеся, дзе ісці. Берлін, Варшава. Карацей кажучы, заходзіце на староначку Ирдарат, на іх афіцыйны сайт. Тут ёсць що і квіткі, і месцы, і інфармацыя, і кліпы, і шоп, куды можна зайсці і прыгледзець, што вы хочаце сабе набыць. Такім чынам, калі ласка, усіх яшчэ раз запрашаем, найперш у Варшаву, бліжэйшая сустрэча, і потым. Я думаю, што на гэтым, можа быць, і не скончыцца еўрапейскі тур, можа будзе дабаўляцца нешта яшчэ за Берліном. Нам трэба паспаць. Это такой первая проба пера. Естественно, дальше у нас в планах фестивальный сезон, который... Не переоценивайте наши физические силы. Нам очень нужно отоспаться после этого, потому что, да, прошел почти год, но мы все еще не в той форме пока, чтобы так валить, как раньше. Время дайте нам, и мы как раз отоспимся до сезона фестивального, и дальше все будет. І я яшчэ раз паўтару тое, што сказалі Владимир і Надзея, гэта для ўсіх былых палітвязняў, калі ёсць у вас жаданне далучыцца да гэтай творчасці, атрымаць такую, можа быць, пэўную псіхалагічную разгрузку праз музыку, праз творчасць гурта Ирдарат. Для вас яны робяць магчымасць бясплатнага наведвання любога з іх канцэртаў у межах іх еўрапейскага тура. Дзякуй вялікі, шаноўныя. Я спадзяюся на хуткую сустрэчу, магчыма, нават жыўцом, як мінімум у студыі. Таму дзякуй яшчэ раз, і яшчэ раз усіх запрашаю на канцэрты нашага шыкоўнага Ирдарада. Да сустрэчы. Жыве Беларусь. Дзякуй вам, да сустрэчы. Да пабачэння.